2 миллиона рублей из республиканского бюджета направили на подготовку материалов для новой редакции «Красной книги». Выпуск сборника планируют в 2029-м. Но работы решили начать уже сегодня. В Минприроды региона понимают, что объем большой, ведь описать нужно 532 краснокнижных вида. В роли исследователей сотрудники Института биологии Коми-научного центра. Алена Ладыгина продолжит. Найти, описать, посчитать. Ученые уже провели мониторинг 173 редких и исчезающих видов. Все данные нужно сопоставить не только с предыдущей редакцией, но еще и с информацией Красной книги России и международной версии сборника. Тот же венерин башмачок, он включен в Международную Красную книгу, Международной охраны природы, поэтому просто так иногда мы исключить не можем по той причине, что у нас его вдруг много. Нет, потому что на других регионах и в других даже странах он реально редок. И поэтому мы показываем, что наша территория чем хороша, то что, несмотря ни на что, на нашей территории довольно большая численность определенных видов. Полевые исследования проводили на территории 15 районов. На Параськиных озерах, к примеру, нашли уникальные растения. А в других заповедниках самым распространенным редким видом оказался северный олень. А еще в особо охраняемых ландшафтах лучше всего защищены популяции беркута, орлана-белохвоста, журавля серого и филина. Ученые уже предоставили и рекомендации по сохранению редких видов. У нас сейчас есть понимание о том, что эту работу необходимо проводить и сохранять те виды редких исчезающих видов, которые у нас на территории республики представлены, особенно на территории арктической, поскольку она очень хрупкая. И работа эта также трудоемкая, на протяжении нескольких лет она должна проводиться. Первая красная книга в Коми появилась в 1998 году. Обновляют ее каждые 10 лет. Новинкой последней третьей редакции стали штрафы за уничтожение краснокнижных видов. Здесь 50 грибов, 314 растений, 68 животных, а еще 244 вида под особым биологическим надзором. Пока, может быть, к счастью, мы говорим, что случаев не так много. Есть несколько случаев уничтожения краснокнижных кречетов, а более мы не фиксировали. Но эта работа планомерная. Вы понимаете, что с территории Республики Коми достаточно большая, инспекторский состав у нас небольшой, поэтому вопрос выявления, да, он актуален. Ну, в этом направлении я думаю, что мы будем усиливать эту работу. А еще специалисты Центра по особо охраняемым природным территориям работают над электронной картой краснокнижных видов. И здесь ждут помощи и от обычных жителей, и от промышленников. Для самых внимательных и активных даже подготовили специальную номинацию новой экологической премии «Зеленый бобер». Алена Ладыгина, Виктория Палкина, Роман Боровиков, Эдуард Фомичев, телеканал «Юрган».